телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». Здравствуйте, на календаре среда, 2 ноября. В студии Екатерина Данилова. Оптика, тепловизоры и квадрокоптеры. Таким оборудованием наша республика обеспечит мобилизованных. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев. Просьбы об оказании помощи поступают ежедневно, констатировал Олег Николаев. Чтобы приобрести специальную военную экипировку и оборудование мобилизованным, из резервного фонда правительства Чувашии выделено почти 100 миллионов рублей. В стороне, как и прежде, не остаются неравнодушные жители, организации и предприниматели. В благотворительный фонд «Перли» они перечисляют пожертвования. Сумма собранных средств уже превысила 30 миллионов рублей. С точки зрения обеспечения ребят дополнительными формами поддержки, здесь мы постоянно работаем, здесь мы не останавливаемся ни на минуту. Эта вот работа, она перманентная, постоянно идет, и, естественно, все возможное внимание, исходя из наших возможностей, мы его направляем в сторону наших ребят с тем, чтобы они вот эти неудобства, вернее они не мешали для выполнения боевой задачи. К другим темам: заметили ямы на дорогах республики, другие разрушения или наледь. Теперь об этом можно сообщить в телеграм-канале Road Monitor. Его запустил Чувашупрдор. Чтобы известить ведомство о качестве дороги, необходимо телеграм-боту сообщить ее координаты, приложить фотографии, а также описать опасные выбоины, колейность и разрушения. Голоса подсчитаны, время объявить победителей. Сегодня станут известны имена лауреатов фестиваля Приволжского федерального округа «Форм-Арт». Итоги конкурса подведут во время прямой трансляции на сайте forumartpfo.ru. Напомню, в этом году наш регион представляет выпускник худграфа ЧГПУ имени Ивана Яковлева Алексей Чернов. Его работа уже украшает торец здания родного университета. Театральное закулисье, легенды и призрак оперы. Нет, речь идет не о фильме ужасов. Это новая увлекательная экскурсионная программа для школьников и студентов в Театре оперы и балета. Мы сделали отдельный специальный проект. Это Дни открытых дверей в оперном. Встречать будет детей, зрителей наших юных не просто экскурсовод, а это будет призрак оперы, который проведет их по закулисью, расскажет разные традиции театральные. Ребятам будет возможность дана помузицировать на музыкальных инструментах, получить азы вокала, попробовать сделать несколько балетных движений. Кроме того, школьники и студенты смогут нанести на себя театральный грим и сделать сценические прически. Правда, количество мест в экскурсионной группе ограничено. Чтобы в нее попасть, нужно сделать 2 простых шага: приобрести билет по пушкинской карте на оперу «Сурский рубеж», которую покажут на сцене театра 4 ноября. Далее записаться на экскурсию по телефону 58 30 68. «Цвети и пой, моя Чувашия». Концерт по таким названиям сегодня в филармонии откроет 99-й творческий сезон Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца. Гостей вечера ожидает насыщенная культурная программа, произведения Германа Лебедева, Григория Хербю, Филиппа Лукина и многих других известных композиторов. На сцене также прозвучат новые песни. Начало концерта 18:30. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».